В эфире информационный выпуск Амши-Якшара. Добрый вечер. Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Народное собрание парламента республики проект закона по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Предложенный проект закона дополняет Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, предусматривает установление уголовной ответственности за создание, руководство и финансирование транснациональной организованной группы или преступного сообщества, а также воровского сообщества. Кроме того, законопроект предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. 6 марта в Москве в Государственном музее Александра Пушкина состоялся вечер в честь 90-летия известного русского писателя абхазского происхождения Фазиля Искандера. Вечер был организован совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера, Московской абхазской диаспорой и Государственным музеем Пушкина. Русский писатель, певец Абхазии. Так называл себя сам Фазиль Искандер. Перс по происхождению, абхаз по духу, писатель своим инструментом избрал великий русский язык. Именно через него он донес до всего мира голос своей маленькой родины Апсна. Книги Фазиля Искандера переведены на многие языки мира. Его афоризмы бессмертны, а многие персонажи произведений давно уже стали киногероями. Вечер к 90-летию писателя открыл детский танцевальный ансамбль «Амцебыз». Затем все собрались в зале Государственного музея Пушкина. В мероприятии приняли участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, представители Министерства культуры России, семья Искандера, представители диаспоры и почитатели таланта Фазиля Абдуловича. Честь вести юбилейный вечер выпала народному артисту России Вениамину Смехову и известной телеведущей Ольге Беловой. Вениамин Смехов представил публике новый сборник поэзии «Звездный камень». Читал стихи Искандера. Приветственное письмо от имени президента Республики Абхазия в адрес семьи писателя и всех присутствующих зачитал посол Абхазии в России Игорь Ахба. Гениальные произведения писателя продолжают по-прежнему волновать поклонников его незаурядного творческого дарования, широкую читательскую аудиторию. Мы по праву гордимся тем, что книги Фазиля Искандера, переведенные на многие языки мира, стали своеобразной визитной карточкой Абхазии. В них нашли яркое и самобытное художественное воплощение психологии и ментальности абхазов, их мировоззрение, юмор и философию. Роман Сандро из Чегема, повести «Созвездия Козлатура», «Широколобы», притча «Кролики и удавы», рассказы, лирика, публицистика Искандера стали частью мировой художественной сокровищницы. Убежден, что празднование 90-летия Фазиля Искандера станет знаменательным событием в общественной и культурной жизни Абхазии, России и других государств. Приветственный адрес был зачитан также от имени министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Выступившие на вечере представители исполнительной власти города Москвы отметили роль Фазиля Искандера в развитии русской культуры и сообщили о том, что в российской столице будет создан музей Фазиля Искандера. О планах по увековечению имени писателя на его исторической родине Абхазии рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Не могла пропустить этот день наша прославленная соотечественница, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. «Я счастлива, что в моей жизни была история. Фазиль Искандер», — отметила она. Фазиль для меня всегда был глыбой и главным абхазом, поэтому я с удовольствием сегодня хочу снова и вновь поклониться ему и сказать, что я его очень люблю его творчество, и спасибо, что у меня есть такая история, как Фазиль Искандер. Руслан Джопуа – один из тех, кому посчастливилось находиться долгие годы рядом с классиком. Он был свидетелем того, как создавались многие произведения Искандера. Когда он работал, с ним общаться было не сложно, а невозможно. Потому что он настолько погружался в свою реальность, подозреваю, что это была хорошая реальность, да, то он просто обрубал все концы и жил там.
Вот. Но мне посчастливилось видеть его в этом состоянии. Надо сказать, что это, конечно, мне было интересно, хотя это такое больное состояние, когда вот эта творческая энергия овладевает человеком, и он уже сидит как на дикой лошади, которая несет его, и он сам пока не знает, куда его вынесет. Полные искрометного юмора, глубоко философские произведения Искандера, конечно же, не могли обойти вниманием кинорежиссеры. Одним из тех, кто взял на себя смелость экранизировать произведения Искандера, был режиссер Юрий Кара. Именно он создал фильмы «Воры в законе» и «Пиры Валтасара». Режиссер раскрыл некоторые детали съемочного процесса, проходившего в Абхазии. Своими воспоминаниями поделился и руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, которому посчастливилось жить по соседству с Фазилем Абдуловичем. А телеведущая Ольга Белова сказала в интервью абхазскому телевидению, что произведения Искандера переносят в теплую Абхазию, насыщенную запахами природы. Вот эти вот несколько часов, которые мы провели сегодня в центре холодной Москвы, они были не такими холодными, не такими снежными, потому что было ощущение, что мы все перенеслись вот в эти несколько часов в Абхазию. Я несколько раз говорила вот по ходу вечера о том, что когда слушаешь произведения Фазиля Абдуловича, будь то проза или будь то поэзия, вот буквально слышишь, видишь, ощущаешь вот эти вот мгновения того, когда ты находишься в Абхазии, чувствуешь, вдыхаешь этот воздух, чувствуешь запах костра, мамалыги, кукурузы. Это настолько живое творчество, которое, несмотря на то, что вот сегодня с нами уже Фазиля Искандера нету, творчество настолько живое, что он все равно с нами. И вот это, мне кажется, самая большая ценность сегодняшнего вечера. Вечер состоялся во многом благодаря личным усилиям руководителя фонда Искандера Шазини Агрба. Очень сложно отмечать этот день без самого Фазиля Абдуловича. По привычке ищу в зале его одобрительный кивок, призналась она. Первый юбилей без него, конечно, грустно. Мне особенно. Не только Антонине Михайловне и детям. Вы знаете, без вот такого одобрительного кивка или улыбки Фазиля, как будто потерялись смыслы, потерялась энергия, из которой ты вот как бы начинаешь действовать. Но мне кажется, что в итоге вечер сложился. Вечер памяти в Москве стал одним из первых в череде мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба удостоен высокой государственной награды Республики Южная Осетия Ордена Дружбы. Указ об этом подписал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Как отмечается в указе, за большой вклад в развитие и укрепление межгосударственных связей между Южной Осетией и Абхазией, а также в связи с юбилеем. С 12 по 14 марта в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится 26-я туристическая выставка «Путешествия и туризм МИД». Абхазия уже в 4-й раз примет участие в этом престижном международном форуме. О том, как будет организован павильон Республики Абхазия и что нового в этом году представит на выставке Министерства по курортам и туризму, в интервью нашей программе рассказал министр Автандил Гарцки. Репортаж Гугуц Ивардания. Путешествие и туризм МИД – самая крупная туристическая выставка в России и СНГ. Входит в 5 ведущих туристических выставок мира и пользуется широким признанием международного туристического сообщества. Ежегодно на ней собираются лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира. Именно здесь, в канун туристического сезона, ведущие представители туристического рынка демонстрируют свои новые программы и ключевые направления. К этому событию Министерство по курортам и туризму готовится с большой ответственностью. Мы ведем уже подготовку около месяца и собирались здесь несколько раз уже по этому поводу, проводили совещания. Целью этой выставки является продвижение, представление того продукта, который есть в каждой стране. В данном случае мы представляем наш национальный туристический продукт, который мы имеем.
вот, для того, чтобы уже завязать новые связи, знакомства и работать. Помимо сотрудников Министерства по курортам и туризму в состав делегации Абхазии войдут туроператоры, а также представители ТПП Абхазии и национальной туристической компании. В абхазском павильоне будет выставлена рекламная продукция, журналы, буклеты и брошюры с полной информацией о гостиничных комплексах и подробным описанием туристических маршрутов страны. А на стенде будет изображена туристическая карта Абхазии, рассказывающая о достопримечательностях нашей республики. Наш стенд, который представляет туристическую карту Абхазии, занимает большую площадь, чем в прошлом году. Вот, хочу сказать о том, что после всех этих встреч, это место, где встречаются все специалисты в сфере туризма, которые налаживают связи, проявляют интерес. После этого мы в ближайшее время проведем в Абхазии рекламные туры, там приедут агенты, скорее всего это будут новые представители турагентств и туроператоров, которые захотят увидеть своими глазами Абхазию, тот потенциал туристический, который мы имеем. По мнению Автандила Гарцкия, участие в таких форумах приносит большую пользу для развития всей туристической индустрии Абхазии. Помимо того, что в рамках мероприятий его участники узнают о нашей стране много нового и интересного, представители различных туристических компаний имеют возможность подписать договоры с коллегами, что, несомненно, способствует увеличению потока туристов в Абхазию. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Знаменитый абхазский музыкант, заслуженный артист Республики Абхазия, органист Пицунского храма Лука Гаделия выступил с блистательным дебютом на исторической сцене Большого театра России. Выступление состоялось в рамках ежегодного органного гала-концерта «Триумф любви», ставшего визитной карточкой ГАПТ. Концерт ежегодно собирает сильнейший международный состав исполнителей-солистов. В этом году в нем приняли участие органисты из России, Эстонии и Японии. Лука Гаделия выступил как с сольными номерами, так и в дуэте с Людмилой Херсонской «Скрипка». В исполнении музыкантов прозвучали произведения Эдварда Элгара, Поля Дюка, Теодора Дюбуа. Изюминкой органного гала, настоящим пиршеством для эстетов стала колыбельная из оперы «Порги и бес». Истинный восторг публики среди произведений, исполненных Лукой, вызвал танец с саблями. Шедевр композитора Арама Хачатуряна, переложенный для органа самим Лукой Гаделия. Накануне Международного женского дня 8 марта в Министерстве обороны Абхазии поздравили женщин-военнослужащих, посвятивших свою жизнь служению Родине. В честь праздника им были вручены грамоты и денежные вознаграждения. Министр обороны Мираб Кишмаря поздравил всех женщин-военнослужащих, а также матерей и жен военных с Международным женским днем. Пожелал им крепкого здоровья и благополучия в семьях. Мираб Кишмаря также отметил важную роль женщин-ветеранов, которые плечом к плечу со своими отцами, братьями и сыновьями сражались за свободу Апсны в Отечественной войне народа Абхазии. В конце торжественного собрания был организован концерт с участием военно-духового оркестра Министерства обороны. Международный женский день 8 марта – праздник весны, женской красоты и нежности. В этот день женщины особенно прекрасны, потому что все внимание приковано только к ним. И, конечно же, в этот весенний день самые главные и дорогие сердцу поздравления звучат от мужчин. Поздравляю всех женщин, матерей, сестер, друзей с этим великолепным праздником. Желаю счастья, здоровья, всего самого прекрасного, хорошего, наилучшего. Поздравляю с 8 марта всех женщин Абхазии, свою маму, всех учителей, которые работают в школе женщин, всех с 8 марта. Поздравляю с 8 марта всех женщин. Желаю счастья, чтобы все мечты исполнились, чтобы было все, чего они захотят. Пожелания мира, хороших мужчин рядом, добра. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в праздничный день 8 марта и на выходные 9 и 10 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 9.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.